Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские раскрыли кражу. Пострадавший местный житель сообщил, что он отдыхал в ночном заведении. На следующее утро он обнаружил, что у него пропал сотовый телефон и наручные часы. Он оценил пропажу в 90 тысяч рублей. Вором оказался 29-летний мужчина, раньше уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное он успел продать за 3000 рублей. Его будут судить по статье «Кража». Куда более серьезная кража произошла в Мирном. У местного жителя украли банковскую карточку и сняли с нее 430 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 32-летний уроженец Республики Бурятия. Установлено, что накануне мужчины вместе выпивали. Когда алкоголь закончился, заявитель попросил подозреваемого сходить в магазин и передал ему свою банковскую карту с пин-кодом. Вернувшись, подозреваемый отдал карту обратно владельцу. Однако к концу застолья, когда потерпевший уснул, он похитил ее, после чего отправился в ближайший банкомат и обналичил деньги. В Нюрбинском районе сотрудники полиции установили злоумышленницу, которая похитила деньги у своей свекрови. Пострадавшая сообщила полицейским, что у нее пропали 7 тысяч рублей. Установлено, что потерпевшая была в гостях у своего сына. Увидев в вещах свекрови деньги, невестка похитила их и потратила на алкоголь. На нерадивую невестку возбуждено уголовное дело. Единственный функционирующий аэропорт Триполи подвергся авиаудару. Администрация эвакуировала пассажиров. По некоторым данным, атаку произвел самолет, принадлежащий силам под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Независимых подтверждений этой информации пока нет. Подробности в репортаже наших коллег, рассказывает Сергей Берец. Неустановленный боевой самолет атаковал в понедельник аэропорт Митига на востоке Триполи. После удара остались воронки и прошитый пулями военно-транспортный вертолет. Пассажиры и персонал покинули терминалы прилета и вылета. Работа аэропорта парализована. Единственная возможность добраться в Триполи по воздуху или покинуть столицу Ливии – воспользоваться аэропортом в Мисрате. Это 200 километров на восток вдоль побережья Средиземного моря. Самолет, нанесший удар по Митиге, предположительно принадлежал силам фельдмаршала Халифы Хафтара. Он контролирует восток Ливии с центром в Бенгази и на прошлой неделе развернул наступление на запад, чтобы сместить признанное международным сообществом правительство Фаиза Сараджа и занять Триполи. По противоречивым сообщениям с театра военных действий, войскам Хафтара удалось на время взять Митигу, но затем они были вынуждены оставить объект. С четверга бои велись в нескольких пригородах Триполи, в том числе в международном аэропорту южнее города. Он не используется с 2014 года, когда был основательно поврежден в ходе конфликта между соперничающими группировками. Правоохранительные органы Румынии выясняют происхождение партии кокаина, обнаруженной на берегу в районе Констанции. Несколько упаковок плавали в море у буровой платформы. Власти просят граждан не трогать подозрительные пакеты и немедленно сообщать о них. Наши коллеги продолжат тему. Румынская полиция в понедельник обратилась с просьбой к людям, гуляющим на пляжах, держаться подальше от подозрительных пакетов и незамедлительно информировать о них власти. Первые сообщения о бесхозных наркотиках появились 5 апреля. На берег Черного моря в окрестностях портового города Констанца волнами выбросило более 150 килограммов кокаина. Один пакет нашел местный житель по имени Адриан Ионут Сарбу. Я гулял по пляжу тем утром, когда полиция предупреждала, что там могут быть наркотики. Итак, я шел по пляжу и наткнулся на них. Позвонил в полицию, приехали сотрудники, сделали снимки. Я нашел пакет весом примерно в 1 килограмм. Власти предупреждают граждан, чтобы те не вскрывали упаковки с наркотиками, поскольку содержимое может быть опасно для здоровья. Происхождение партии устанавливается. По мнению правоохранителей, это часть груза, обнаруженного в марте в дельте Дуная в брошенной лодке. На борту находилось примерно 800 килограммов кокаина. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.